В условиях эпидситуации был применен жесткий вариант исполнения бюджета, при котором мы исходили из доступных к распределению финансовых ресурсов, а расходы планировались, исходя из необходимости выполнения в полном объеме статей социального направления, исполнения обязательств по софинансированию субсидий с федерального бюджета на реализацию мероприятий национальных проектов. Такой подход позволил наиболее эффективно организовать работу, а также, несмотря на все сложности, удалось достичь существенных результатов в выполнении требований бюджетного законодательства и соглашений, заключенных с Минфином России, и тем самым сохранить устойчивость бюджетной системы республики. В 2021 году планируется поэтапное сокращение долговой нагрузки бюджета, в том числе кредиторской задолженности, накопленной в предыдущие годы, оптимизация и приоритизация расходов бюджета, акцентируя внимание на необходимость в первоочередном порядке осуществления социально значимых расходов, а также сокращения дефицита республиканского бюджета посредством привлечения финансовой помощи и наращивания поступления собственных доходов бюджета. Оценивая результаты деятельности ведомства, Владимир Сластенин отметил степень ответственности, возложенной на Министерство финансов. Значимых результатов мы добились, став инвестиционно привлекательным регионом и открыв швейную и обувную фабрики. Необходимо возродить работу предприятий, дать рабочие места, увеличить поступление НДФЛ. Надеюсь, что в следующем году мы сможем добиться завершения применения мер бюджетного принуждения, и наш субъект будет участвовать в больших проектах, сказал в завершении мероприятия глава Кабмина региона.